ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 15 октября – Международный день белой трости. Это не праздник, как многие могли бы подумать, а своеобразный знак беды. Он напоминает обществу о существовании рядом людей с ограниченными возможностями, о слабовидящих и тотально слепых. В Ухте их порядка 30. Они живут рядом с нами, среди нас. В этот день призывают к помощи и солидарности тех, кто рядом. Людмила – одна из них. С детства она абсолютно слепа. Живет с сестрой. По двору девушка научилась передвигаться самостоятельно, но на каждом шагу ее ожидают препятствия. Год назад недалеко от дома она провалилась в открытый колодец. Перед рынком, первым магазином новым, мне приходится его обходить, этот колодец. Дело в том, что я когда один раз не обратила внимания, я в него провалилась, конечно. Но я потом как-то уже стала, контролировать себя. И стала трость первую, трость вперед, ее наоборот пускать так, чтобы почувствовать, что он идет наклон вниз. Мы с Людмилой прошлись по ее обычному маршруту. На ощупь девушка отыскала злополучный колодец. На этот раз он был закрыт, но расположен в значительном углублении и залит мутной, непрозрачной лужей. Находится открытый колодец. Фактически, в смысле, что я так понимаю, что там просто снег, да? Снег там. Когда все растает и окажется закрытым, это хорошо, а если открытым? А если даже закрыто, а все равно глубина там потом окажется глубокая, после снега это же все растает. Следующий наш герой Геннадий Тропников также тотально слеп, 46 лет. Передвигается по городу теперь исключительно в сопровождении жены Татьяны. Его позитивному отношению к жизни могут позавидовать абсолютно здоровые люди, но однажды и ему пришлось столкнуться с равнодушием. Один раз я вышел из своего подъезда и пошел к мусорке, чтобы вынести мусор, помочь жене. Вышел, и тут, высыпал его, обратно иду, машина едет. И она меня сбила с пути там. Я ушел в другую сторону, чтобы пропустить ее. Иду обратно, куда-то ушел, забор другой. Смотрю, что-то не так я иду. И тут ребята идут. Я их попросил, говорю, ребята, помогите, говорю, Нефтяников где дом? Они так улыбнулись, и ушли. Возможно, молодые люди подумали, что мужчина разыгрывает их, ведь Геннадий стоял прямо рядом с домом, про который их спрашивал. Но оправдание равнодушию весьма сомнительное. И это при том, что для слепых и слабовидящих в Ухте не приспособлено ровным счетом ничего. Элементарно, номера автобусов сливаются с фоном, хотя по ГОСТу должны быть контрастными и крупными, не менее 20 сантиметров. Ухта не приспособлена, и этим вопросом практически не занимается. Единственное, что сделали, это озвучили светофоры, и то не все в нашем городе. Если сравнивать с другими городами, более развитыми, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, где проходила Олимпиада, там, конечно, хорошо подготовились и сделали среду более доступной. Сделали маркировку ступеней, то есть в желтый цвет покрасили, чтобы было видно, куда наступаешь, откуда сходишь. Также есть специальные тактильные дорожки вдоль тротуаров, которые идут, чтобы человек без зрения мог нащупывать ее ногами и по этой дорожке идти. Судя по всему, ни адаптивного дизайна с тактильными дорожками, ни системы «Говорящий город» ухтинцам еще долго не увидеть. Ни в прямом, ни в переносном смысле.